Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen... В рамках программы «Ифтар», организованной образовательным комплексом «Маариф» в столице Кыргызстана с участием Турагаджи Гуркукинеша Кыргызской Республики Талантом Мамытовым, депутатами парламента, министрами, ректорами вузов Кыргызстана, а также президентом турецкого фонда «Маариф» профессором доктором Бирол Акгюном и послом Турецкой Республики Ахметом Сыдык Даганом, кыргызско-турецких бизнесменов и представителей различных учреждений и организаций, преподавателей турецких образовательных центров, стартовала программа чтения Корана и Азан и Шариф. Выступая со вступительной речью, президент фонда «Маариф» профессор Акгюн рассказал, как создавался турецкий фонд «Маариф», который видит взаимодействие культуры и цивилизации как способ достижения общего добра и является дверями Турции в мир международного образования. Турецкий фонд «Маариф», утвержденный в 2016 году, является единственной организацией, которая имеет право открывать учебные заведения помимо Министерства образования от имени Турецкой Республики за рубежом. «Маариф» – некоммерческая организация, функционирующая во благо общества. Она осуществляет эффективную деятельность на каждом этапе от дошкольного до высшего образования в каждой стране. Фонд преследует цель становления передовых учебных заведений, где будут воспитываться люди, которые будут использовать свои знания и навыки для мира и спокойствия человечества. Миссия сотрудников этой организации состоит в том, чтобы проводить обширную образовательную деятельность, основанную на богатствах человечества, а также древних традициях и знаниях Анатолии. Сегодня турецкий фонд «Маариф» продолжает свою образовательную деятельность с доверием, сотрудничеством и солидарностью, прозрачностью, заслугами, настойчивостью к добру, качеством образования и ценностями универсальности в 44 разных странах, с 357 школами и 41 общежитием. Еще 10 ноября 2020 года между Министерством образования и науки Кыргызской Республики и Турецким фондом «Маариф» было подписано соглашение. Согласно данному соглашению, Кыргызская Республика стала 44-й страной, в которой Турецкий фонд «Маариф» осуществляет свою деятельность. Образовательная деятельность в Кыргызской Республике проводится на многоязычном уровне на этапах детского сада, начальной, средней и старшей школы в соответствии с местными и международными учебными программами в рамках международных образовательных стандартов и педагогического соответствия. В образовательном комплексе «Маариф» с вместимостью 1220 человек, состоящим из 3 зданий, построенных на площади 15 тысяч квадратных метров, расположенным в городе Бишкек. Посол Турецкой Республики в Кыргызстане Ахмет Сыдык Даган также поздравил участников и выразил свое удовольствие встретиться с ними, отметив, что образование является жизненным фактором, определяющим наше настоящее и будущее. «Я испытываю волнение с самого начала вечера. Эта школа является первой открытой фондом образования в Центральной Азии. Надеюсь, это будет одна из лучших школ Центральной Азии. Я верю, что самые образованные молодые люди закончат эту школу и принесут пользу Кыргызстану, региону и миру. У меня большие надежды, и это мое самое заветное желание. Воздействие COVID-19 на нас заключалось в том, что ученики не могли ходить в школу, они учились дистанционно. С помощью учителей школы с прочным фундаментом знаний делали все возможное, чтобы их ученики не отставали. Они смогли сохранить свою удачу, независимо от обстоятельств. Я уверен, что деятельность фонда «Маариф» будет осуществляться с большим успехом. В завершении посол пожелал участникам на кыргызском и на русском языках добрые пожелания в месяц Рамазан. Уважаемые представители гражданского общества и бизнес, дорогие родители, мне очень приятно сегодня с вами здесь на мероприятии, организованное Турецким фондом «Маариф». Я хотел бы сказать, что, как президент фонда подчеркнул, начинать это важно, но продолжать это более важно для нас. Поэтому я уверен, что школа будет наша успешной. Я хотел бы повторить наше слово на кыргызском, тоже для наших гостей. Mektebin iki ülke üçün ten Akjoltay bolsun kalayım. Bu mektepten Köktürk'ün Çingiz Atmatoğlu çıksın. Hayırlı
Balalar çıksın, yetişsin. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. А оркестр Кыргызско-турецкого университета «Манас» «Тюркский мир» добавил красок в ночь и исполнил ряд произведений. Совсем недавно мы отметили 9 мая, национальный праздник Великой Победы над фашизмом во Второй мировой войне и День праздника доброты. Сегодня это символ мира, спокойствия, единства и героизма. В этот священный день мы с гордостью вспоминаем героизм наших отцов и дедов, чтим память погибших в боях, преклоняемся перед ветеранами и выражаем благодарность. Их имена золотыми буквами вписаны в историю Великой Отечественной войны. Асад Гасанов – азербайджанский турок, достигший 100-летнего возраста, один из немногих ветеранов войны, оставшихся сегодня в Кыргызстане. 100-летнего ветерана посетили представители азербайджанского общественного объединения азербайджанцев Кыргызстана «Азери», заслуженный юрист Азизага Алиев и члены правления Султан Гасымов и Мирказим Баширов. От имени азербайджанцев Кыргызстана глава диаспоры поздравил Асада Гасанова с Днем Победы 9 мая и пожелал ему крепкого здоровья и благополучной жизни. Он сказал, что наше общество всегда гордилось им как старейшиной. Асад Гасанов поблагодарил за добрые слова, почтил память погибших в войне и поздравил ветеранов. Мы не только обеспечили победу Советского Союза, но и спасли полмира от фашизма. Эта победа очень ценна для меня. Мы получили это ценой наших жизней. Этот день дал свободу не только народу Советского Союза. Практически полмира был освобожден благодаря победе Советского Союза. Он нам очень дорог. Остался очень дорого. Мы ее должны помнить и нести дальше. Мы за нее очень дорого заплатили. Достаточно сказать, 27 миллионов заплачено жизнь за этот праздник. Поэтому мы считаем это одним из самых великих, самых достойных праздников в наше время. Конечно, многие сейчас на Западе переписывают, начинают выдумывать, как же так получилось, что практически Гитлер воевал против Советского Союза, с Европой вместе. Практически вся Европа работала на Гитлера. А победили мы, хотя у нас была и слабая техника, может быть, в чем-то, а потому что мы были все вместе. Мы были единый народ. У нас был патриотизм, у нас была дружба между народами. А когда люди вместе, этот народ непобедимый. Вот поэтому мы и победили, и поэтому весь мир сегодня празднует эту победу. В том числе, конечно, особенно празднует советский человек. Спасибо вам всем, что вы пришли, нашли возможность поздравить меня с этим великим праздником. Этот праздник, я думаю, что и дальше наши потомки будут нести
помнить, потому что, еще раз повторяюсь, это очень дорого осталось, и поэтому мы его должны этот праздник дорожить, почитать, уважать. Еще раз вам всем спасибо. Я этим праздником хочу поздравить весь Кыргызстан, весь наш азербайджанский диаспора, который живет в Киргизстане. Мы очень много сделали для Кыргызстана. Достаточно сказать, что независимо от того, что мы были репрессированы, обижены, обездолены, все до единого, когда началась Великая Отечественная война, все азербайджанцы ушли на фронт и воевали честно. И когда кончилась война, вернулась в Кыргызстан, и также достойно, и также с ответственностью поднимали сельское хозяйство Кыргызстана. Так что наш народ тоже внес большой вклад в развитие экономики и культуры Кыргызской Республики. Поздравляю вас тоже всех с праздником. Желаю всем вам счастья, добра, здоровья. Будьте здоровы и живите долго-долго. И помните о тех событиях, которые добился наш народ. Спасибо. С праздником вас. Спасибо. 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 Сегодня хотели бы вас поздравить, поблагодарить в первую очередь за это мирное небо над головой. Спасибо вам за этот день, за победу. Вот, и желаем вам в первую очередь здоровья, крепкого здоровья. Спасибо. Мы вас еще раз прям благодарим. Спасибо. Вам спасибо. Асад Гасанов также поблагодарил коллектив азербайджанской общины за поддержку. С праздником вас всех, дорогие друзья! Наследие Гейдара Алиева сохраняет дружбу между народами Кыргызстана и Азербайджана. В Кыргызстане вспомнили общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. В канун 98-летия со дня рождения Гейдара Алиева в Бишкеке в Ассамблее народа Кыргызстана прошел круглый стол с участием руководителя общественного объединения азербайджанцев в Кыргызстане Азери, заслуженного юриста Кыргызской республики Азизага Алиева. Также присутствовали руководители этнокультурных объединений турков, татар, афганцев и другие приглашенные. Выступая на мероприятии, Азизага Алиев отметил, что Гейдар Алиев – это личность, которая была послана Аллахом Азербайджану и его народу. Он много сделал для своей страны. Возглавив Азербайджан, он спас эту страну от раздробленности. Если бы не приход Гейдара Алиева, сейчас не было бы той страны, которую мы имеем. Все, чего мы достигли, это благодаря его мудрой политике, его умению видеть будущее, видеть свою страну процветающей. Он для Азербайджана являлся символом независимости, который обеспечил свободу своему народу и в том числе оградил его от всяких проблем. Этот человек был настоящим патриотом, настоящим гражданином Азербайджана, который делал все для того, чтобы его народ был счастлив. Основу политического и экономического развития Азербайджана, где мирно сосуществуют разные народы и конфессии, заложил общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев. Азербайджан сегодня вносит вклад в развитие международных контактов с разными странами на постсоветском пространстве, особенно с Кыргызстаном. Он заложил основу стратегического сотрудничества между среднеазиатскими странами и Азербайджаном, сделал огромный личный вклад в укрепление дружбы и взаимопонимания, существующего между нашими государствами, продолжил Алиев. Азизага Алиев считал главной задачей общенационального лидера обеспечение территориальной целостности Азербайджана. К сожалению, Гейдар Алиев в течение 44-дневной победы не был свидетелем реализации стремления Ильхама Алиева освободить оккупированные территории. Но дух великого лидера теперь может радоваться тому, что древние земли Азербайджана, 30 лет находившиеся под оккупацией, уже свободны. Выступившие отметили, что президент Ильхам Алиев, как достойный преемник великого лидера, проводит успешную внутреннюю и внешнюю политику и стремится к дальнейшему развитию двусторонних отношений в дружеских отношениях с братскими странами. Напомнили, что лично встречались с Гейдаром Алиевым, который принимал участие в грандиозных мероприятиях тысячелетия эпоса Манас в Бишкеке, а также вели откровенные беседы на первом съезде азербайджанцев мира в Баку. Президент медиа Туркел Хокума Халилова рассказала о неоценимых заслугах Гейдара Алиева, архитектора азербайджанского государства в СССР, а затем в годы руководства Азербайджаном, в развитии нашей исторической родины среди мировых держав.
Отдельно она отметила высказывания мировых политиков в адрес Гейдара Алиева. Было отмечено, что освобождение оккупированных земель Азербайджана было главной мечтой Гейдара Алиева. И его мечту воплотил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Сегодня я посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева и поклонился его духу. Я сказал в глубине души: я счастлив, что выполнил волю отца. Мы освободили Шушу. Это великая победа, сказал Ильхам Алиев. Во время интервью с деканом факультета журналистики Казахского национального университета Аль-Фараби на вопрос, какова роль журналистики в современном обществе, он ответил: журналистика – одна из древнейших профессий в мире, ведь люди во все времена нуждались в получении информации. В современном мире существует множество способов передачи, прослушивания, просмотра новостей. Человечество зависимо от информации. Журналистика – одна из немногих профессий, требующих от человека не только творческих, интеллектуальных и ораторских способностей, но и этичности и человечности. Журналист должен иметь талант в области литературы, иметь интерес к жизни, желание работать в этой области, интерес к тому, что он пишет и говорит. Журналист – это не только профессия, но и образ жизни. В современном мире, когда большая часть новостей сообщает о негативных событиях, когда вовсю ведется информационная война, человеку хочется получать радостные вести. Возможно, именно поэтому рейтинги развлекательных программ растут с каждым днем. В таких программах актуальные проблемы рассматриваются в несколько другом ракурсе, с юмором и шутками. И в некоторых случаях разного рода проблемы решаются гораздо быстрее, если на эту тему заговорят СМИ. Средства массовой информации выносят на широкую аудиторию те события, которые происходят в стране, проблемы, которые необходимо решить и которые волнуют общество. В то же время журналисты освещают жизнь самых разных семей из разных социальных слоев. Ведь есть семьи, которым необходима помощь других. В этих случаях после выхода репортажа или статьи всегда находятся люди, готовые помочь. И журналистика в этом случае объединяет людей на одной проблеме. В современном мире жизнь без СМИ нельзя представить. Они сопровождают человека на каждом шагу. Именно журналистика заставляет общество задуматься над тем, какую информацию оно хочет получить. Другими словами, журналистика ориентируется на общество, а общество ориентируется на средства массовой информации. Әлемнің кез келген жоғары оқу орнына барып, өзінің кәсіби білігін жетілдіре алады. Мысалы, біздің туысқан Түркия мемлекетімен байланысымыз өте жоғары. Былтыр ғана 2016 жылы сәуір айында Үртүктің Не только внешность рисует образ человека, но и его голос. Наша жизнь во многом зависит от голоса. Он является инструментом самовыражения, залогом успешной коммуникации и показателем личностного роста. Осман Татамиров – замечательный бархатный баритон, ведущий солист Государственного академического театра оперы и балета имени Абая, имеет огромный репертуар песен на русском, казахском, английском и итальянском языках. Ничто не предвещало моей творческой вообще судьбы. Родился я в обычной семье в городе Чымкент, на тот момент, сейчас он называется Шымкент. В городе Чымкент родился в многодетной семье, у нас было 5 сыновей в семье. Учился в обычной советской школе. Школа номер 40 имени героев Краснодона. Вот так вот. И потом где-то в классе 9 меня
как и многих, наверное, юношей в то время, в таком возрасте, как бы потянуло на гитару, петь песни под гитару. Вот во дворе мы уже собирались, юноши, девушки присутствовали, девочки, одноклассницы, может быть, и мы все, причем не я один, мы как будто все ребята, многие одноклассники начали пробовать на гитаре петь. Ну и у меня как-то это дело пошло дальше. Начало проявляться. Ну вот никто как бы меня и не замечал. Я вот учился в школе, а потом и вот такой, можно так сказать, в школе уже мы начали на концертах с друзьями выступать, просто под гитару петь. Абсолютно никаких у меня там сверхъестественных музыкальных способностей я еще, может быть, не проявлял. Вот так вот. Но потом в дальнейшем уже были какие-то концерты, я выступал, потом уже сам один выступал, то есть сначала с друзьями, потом один выступал, потом после школы вот, был даже какой-то, я помню, я учился 1 год в профтехшколе, и там был конкурс областной, и я 3-е место. Творчество. Конкурс творчества. Это профтехшкола была, там не связанная с музыкой. Там я учился на художника-реставратора памятников деревянного зодчества уже после 11 классов. 1 год так получилось, учился я. И вот там под гитару пел песню уже в большом зале. И мне 3-е место дали. И какую же песню пели? Как назывался? Даже честно не вспомню даже какую песню. И слова даже не вспомню. Это было очень давно. Это было где-то в 2000 примерно году. Вот так. А потом уже после ребята многие начали советовать. Давай поступай в музыкальный колледж. Так-то, потому что, ну да, ребята уже подружился с ребятами уже с музыкантами, которые сами учились на тот момент в колледже музыкальном, и они мне все уже многие посоветовали: давай, у тебя что-то есть, может получится. Ну и вот и поступил в колледж музыкальный, отучился в колледже по специальности оперное пение. Потом после колледжа приехал в Алмату. Поступил также дальше, 5 лет отучился по специальности оперное пение в консерватории. И вот. Когда вы вышли на большую сцену, с какими песнями? Ну вот первый раз, вот опять же говорю же, вот первый раз, вот именно вот если просто, как называть, сцену большую, то это вот был конкурс, наверное, где я 3-е место взял. А вообще вот именно вот уже, как говорится, именно по специальности вышел на большую сцену, это, наверное, будучи студентом 1-го курса в колледже, это был 2001 год. Да, 2001 год. Я был студентом 1-го курса в колледже. Мы ставили, у нас при музыкальном колледже был студенческий театр оперетты. И мы вот силами вокального отделения, хоровое отделение, оркестр колледжа, мы ставили постановку, музыкальную комедию Узейра Гаджибекова «Аршын Маалан». Вот так вот. И мне очень повезло, я считаю, что это такое, как сказать, провидение судьбы, наверное, что именно мне вот так повезло, и меня сразу, вот я только студент, 1-й курс пришел, зеленый, а меня уже взяли вот в постановку, и я играл Султанбека. Аскер, там уже матерые ребята, сильные играли. А партия Султанбека, который отец Гюльчохры, вот, доверили мне. Она такая комедийная была, такая комическая роль была, у меня получалось. И мне доверили эту роль. И я вот, для уровня студенческого театра оперетты мы даже очень с большим, огромным успехом ездили по многим районам Чымкентской области с этим спектаклем. «Аршын Маалан» — это замечательная вообще музыка, красивейшая, великого композитора Узейра Гаджибекова. Вот. И вот это, наверное, вот первый был мой выход на большую сцену. А скажите, это так получилось, петь, я поняла, да? Или это ваше призвание было? Или все-таки у вас призвание что было? Нет, у меня
Я был обычным школьником в школе. Ничем... Хотели быть космонавтом, как многие мальчики тем были. Вот. Не могу я вам сказать, кем я хотел быть. мечтал. Ни о чем таком не мечтал. Просто был обычным ребенком. Играл в футбол также со всеми во дворе. Увлекались мы, там, я не знаю, какие-то у нас увлечения были, наверное. Мы шахматы с ребятами играли. Увлекались, наверное, фантастикой научной. Вот так вот. А потом вот как бы вырвалось это наружу, можно так сказать. В каких еще больших сценах, где вы пели? Ну, потом уже, конечно, со временем вообще выступления по ходу учебы в колледже и потом затем в консерватории. Вот в колледже, например, у нас и продолжались другие постановки хорошие, большие. И также мы выступали в разных концертах и в конкурсах участвовал я. Потом, закончив консерваторию, я сразу после консерватории пошел в театр оперный «Гатоп имени Абая», Алматинский театр оперный. Меня приняли в стажерскую группу, и уже там непосредственно по специальности, как профессиональный исполнитель, я стал уже работать в театре. Первый мой спектакль был Гаэтано Доницетти «Любовный напиток». Я там исполнил партию Белькоре. Вот так. Ну и вот так потом уже были постановки разные, поездки, гастроли и во многих странах. И были выступления и в Берлине, и в Вене. Берлин, Германия, Вена, вот Австрия, Париж, Франция, Рим, Италия, Греция, Дубай, Москва, Минск, Белоруссия, Китай, у нас было турне по Китаю. В общем, выступали перед многими народами. Помимо оперных и классических произведений, также исполняет песни из репертуара Антонова, Хиль и Магомаева. Вот я хочу, наверное, пару строк спою произведения великого композитора казахского Абая Кунанбаева. Тем более наш театр носит имя этого великого человека. И я думаю, эти строки очень-очень всем известны, не только в Казахстане, а во всем мире. Это одно из величайших произведений. Песня называется «Көзің қарасы». Көзімнің қарасы, көңілімнің санасы, бітпейді іштегі ғашықтың жарасы, бітпейді іштегі ғашықтың жарасы. Редакция программы «Мост дружбы» получила из Гагаузии, Молдова, гимн праздника Хедерлес. Сюжет клипа основан на традициях гагаузского народа, связанных с праздником Хедерлес. Радостно и трепетно шагает по сельской улице молодежь. Из каждого дома с улыбкой выходят односельчане, присоединяясь к шествию. Народ собирается в живописном месте на окраине села, где под взмахи лопасти ветряной мельницы кружит зажигательный хоровод. Молодежь качается на качелях, дети играют в народные игры. Женщины готовят праздничные блюда – булгур и калачи. Парни соревнуются в борьбе и ловкости владения кнутами. Здесь же проходят традиционные скачки на лошадях и бои петухов. Красота природы, уникальность традиций, прекрасное исполнение песни. Все это помогает окунуться в атмосферу одного из самых ярких праздников Гагаузии – Хедерлес. И Главное управление культуры Гагаузии представило премьеру клипа на песню «Хедерлес».
Это называется, так в переводе на русский язык, называется мясной пирог. Мясной пирог? Да, да. Вы сами готовите? Ну а кто же будет готовить? Конечно, лучше меня по приготовлению мясного пирога в мире нет. В мире нет. В мире нет. Вы сами придумали? Нет, это мама придумала. А я уже сделал модификации. Добавил сюда немного побольше чеснока добавил. И добавил еще сюда сыр. Тертый сыр добавил. Попробовали фирменное блюдо Эрнеста Ашимовича? Мы не первый раз его фирменное блюдо пробуем. Он, кроме этого, еще и лагман хороший делает. Пирог яблочный печет. Никто столько ингредиентов не ложит, как он ложит. Да? Да. Вкусно, да? Все фирменное, да. Вы тоже попробуете сейчас пожариться. Да. Давайте попробуем, Эрнест Ашимович, да. Что вы приготовили. Да. Видно, что это интересное и оригинальное блюдо будет. Вкусно? Ну, наверное, нашим телезрителям тоже советуем. Пусть гости приходят Эрнеста Ашимовича. Спасибо вам большое. Желаем вам здоровья, успехов в дальнейшем вашей деятельности. Спасибо вам, что вы есть. Что вы есть, которые спасаете людей до сих пор, несмотря на свой возраст. Вы также сильны, энергичны, и мы рады вас видеть сегодня. Дай Бог вам здоровья.